Осенью 1918 года, после ликвидации демократического всероссийского правительства и установления диктатуры адмирала Колчака, из лагеря белых уходят социалисты, эсеры и меньшевики. Отказываются признавать власть диктатора и значительная часть казачества, в частности, сибирский атаман Семенов. Башкиры также не в восторге от ликвидаторской деятельности адмирала, упразднившего пусть на бумаге башкирское правительство и башкирское войско. Итак, осенью 18 года некогда единая коалиция антибольшевистских сил распадается на части, и в это самое время начинается наступление Красной Армии. В декабре 1918 года 1-я, 4-я и 5-я армии Красных упорно продвигались на восток, захватывая все новые населенные пункты. Предпринимая неудачные попытки контратак, белые войска отступали, не в силах сдержать натиска Красных армий. Большую угрозу для белых сил представляли 20-я Пензенская и 24-я Симбирская железная дивизии Первой армии, которые стремились вклиниться между сибирцами и оренбургскими казаками по коридору Оренбург-Стерлитамак, что могло привести к самым тяжелым последствиям. Из воспоминаний командира Первой Красной армии Гая Бжешкянца. Для парирования этого удара части башкирского корпуса были переброшены в район Мелеуз, Зерган, Стерлитамак. Здесь белые башкирские полки дрались против веренных мне дивизий с большим упорством до начала февраля. Итак, кто же противостоял армии Железного Гая? От Стерлитамака до Мелеуза стояли так называемые башкирские силы Стерлитамакского фронта, куда входили 1-й и 2-й башкирские кавалерийские полки, а также добровольческие отряды Юрматы, Табын, Тамьян-Катай, Бурзян-Тангаур. Всего 1910 сабель. Командовал башкирской кавалерией ротмистр Мухтар Карамышев. Против них наступала 20-я Пензенская дивизия Красных, насчитывавшая 5500 штыков. От Мелеуза до Оренбурга стояли стрелковые части 9-й башкирской дивизии, состоявшие из 3000 солдат. Против них наступала 24-я Симбирская дивизия, получившая название «Железной». Она насчитывала 6400 штыков. Таким образом, на участке фронта Стерлитамак-Оренбург красные имели более 12 тысяч человек против 5000 башкир. Если учесть еще и то, что красные были несравненно лучше вооружены, то картина не нуждается в комментариях. В середине декабря башкирские части Стерлитамакского фронта отбросили Петроградский и Смоленские полки 20-й Пензенской дивизии в район сел Киргиз-Мейки и Зельдярово, а затем нанесли им сильные удары у деревни Кажай-Семеновка. В конце декабря башкирские отряды атаковали части 24-й железной дивизии, шедшие южнее. Истратив боеприпасы и продовольствие, башкирские части вынуждены начать отступление на исходные позиции. В эти дни Заки Валидов телеграфирует, сетуя на штаб Дутова. Ждали деньги и патроны, а штаб армии нас прямо надувает. Несмотря на неоднократно сделанные в течение месяца обещания и несмотря на мои чуть ли не ежедневные просьбы о высылке денежных средств, чая, патрон и медикаментов. В ответ на все запросы башкирского руководства, по словам Валидова, пришли лишь угрожающие предупреждения о недопустимости вмешательства в военные дела гражданских лиц. То есть белое командование, указывая Валидову на его штатский статус, говорило: «Не лезь куда не следует, нет больше никакого Башкортостана, нет его правительства, как нет и башкирского корпуса. Они ликвидированы указом Колчака». По заключению Валидова, башкирские войска Стерлитамакского фронта оставлены в невозможных условиях, и как будто это делается нарочно, чтобы поиздеваться над башкирским правительством. Атаман Дутов, в ведении которого находились башкирские части официально, перманентно пытался снабжать свои части, состоящие из казаков. И башкиры снабжались по остаточному принципу. Более того, имея запасы вооружения, Дутов сознательно ограничивал башкирские части, пытаясь таким образом их ослабить и, так сказать, чтобы это дало ему возможность впоследствии расправиться с политическим руководством Башкортостана. Адъютант командующего фронтом подпоручик Абдрашитов докладывал.
Башкирские конники не в состоянии драться. Они голодают. Нет денег, ни копейки. А про сопротивление врагу нечего и говорить. У них нет ни одного патрона. Даже под угрозой прорыва фронта белые генералы не желали помочь башкирам, обрекая их на гибель, что подтверждает и сам Гай. Колчак не был заинтересован в создании одной башкирской армии, тем более он не мог допустить автономной Башкирии. Красное командование умело воспользовалось трудностями башкирской группировки и, имея численное преимущество, нанесло удары сразу по всем направлениям. 30 декабря 1918 года ударные силы Пензенской дивизии атаковали Стерлитамак. Первая атака красных, несмотря на подавляющее превосходство в живой силе, была отбита. Тогда красные ударили в район Мелеуза, и Валидову пришлось перебрасывать туда подкрепления, оголяя оборону Стерлитамака. Воспользовавшись этим, командование Пензенской дивизии предприняло новый штурм Стерлитамака. Оборонял город прапорщик Муса Муртазин, имея всего 450 солдат, вооруженных саблями и штыками. Несмотря на отсутствие патронов, муртазинцы держались героически. Командир первой армии красных Железный Гай пишет: «В боях против нас особенной дерзостью и налетами отличался первый башкирский кавалерийский полк под командованием Муртазина. Несмотря на яростное сопротивление башкирского корпуса, 31 декабря 18 года 20-й Пензенской дивизией был взят Стерлитамак». Сегодня группа ангажированных авторов, причем в основном у нас в Уфе, заявляет, что башкирские войска были самым слабым звеном обороны белых, и что, мол, именно поэтому красные сумели прорвать оборону противника. Причем события, произошедшие на Восточном фронте, изображаются как предательство башкирами белого дела. Тенденциозность этих авторов, чьи работы имеют больше отношения к жанру политического памфлета, чем к научным исследованиям, очевидна, особенно для тех, кто изучал историю гражданской войны в Башкирии. Итак, кто являлся слабым звеном на Восточном фронте зимой 1918-19 годов? В то время, как башкирский корпус отчаянно сражался против дивизии 1-й Красной армии Гая, удерживая фронт между Стерлитамаком и Оренбургом, к Уфе двинулись 26-я и 27-я дивизии 5-й Красной армии под командованием Блюмберга. А кто защищал Уфу? Уфу прикрывали войска Поволжской группы бывшей Народной армии в составе 2 стрелковых дивизий под командованием генерала Капеля. Когда красные подошли к Чишмам, белые в спешке начали покидать Уфу, даже не помышляя об обороне. Антанта не придумала ничего лучше, кроме как прислать на помощь Уфе колониальные части, состоявшие из негров французской Африки, которые из-за сильных морозов отказались покидать теплые вагоны. Капель, которого поставили оборонять город, также ничего не смог сделать, ибо моральное состояние войск было плачевным. 31 декабря, то есть день в день с падением Стерлитамака, не встречая сопротивления, в Уфу вошли части 5-й Красной армии. Таким образом, в отличие от башкирского корпуса, Поволжский корпус белых даже не пытался оказать сопротивление, отдав город в руки большевиков без боя и бежав без оглядки на сибирскую сторону Урала. Покидать Уфу белые начали уже после того, как узнали о том, что красные войска достигли Чишмов. И, естественно, к этому времени ни о каком сопротивлении речи не шло. В данном случае речь шла о том, как можно быстрее следовало эвакуировать основные свои коммуникации, эвакуировать финансовые средства, документы и прочее. Не лучшим образом защищался и Оренбург, который прикрывал 4-й Оренбургский армейский корпус под командованием генерал-майора Шишкина в составе 2 казачьих дивизий и Сызранской стрелковой дивизии бывшей Народной армии под командованием генерала Бакича. К концу 1918-го, январю 1919 года казачьи части в значительной степени потеряли боеспособность. Как итог, несколько полков сдались красным только с условием сохранения жизни. Остальные оренбургские войска под напором частей 4-й Красной армии катились в сторону казахских степей. 22 января 1919 года Дутов без боя оставил город и переехал в Орск.
Если бы первая Красная армия Гая не увязла на фронте в боях с башкирами, Оренбург был бы взят гораздо раньше. В этом случае казаки не успели бы отойти и попали в клещи между тремя армиями красных. Как видим, если кто и был слабым звеном обороны белых, то только не башкирский корпус, уступавший в численности и в вооружении своим соратникам по оружию с севера и с юга, но тем не менее оказавший красным достойное сопротивление, о чем неоднократно писал командующий первой Красной армией Гай Бжешкянц. Напротив, колчаковские дивизии и казаки воевали ниже всякой критики. Именно нестойкость белых частей, а также нигилизм Колчака и его генералов в национальном вопросе заставили башкирское правительство принять тяжелое и непопулярное для большинства башкирских масс решение о переходе на сторону Советов. Как писал впоследствии сам генерал Дутов, в числе причин военных неудач периода января 1919 года были моральное разложение некоторых казачьих конных частей, повышение нервозности, нежелание драться вообще и в пешем строю в особенности, отсутствие дисциплины. После падения Уфы и Стерлитамака последним оплотом белых был Оренбург. Наконец и он был взят красными 22 января нового 1919 года. Это дало повод красному командованию победно заявить: противник разбит по всему Уральскому и Оренбургскому фронтам. Частью разбежался по домам, частью сдался в плен. Оставшиеся части отходят. Несколькими днями ранее этих событий Ахмед Заки Валидов в обстановке повального бегства белых и с севера и с юга от башкирского участка фронта принял решение, главная цель которого состояла в концентрации башкирских сил в один боевой кулак. Башкирские части стояли на, пожалуй, самом ответственном рубеже, это признавали и сами белые генералы. Именно на том коридоре, о котором я сказал. Именно в этот коридор красные бросили лучшие свои силы. И эти силам не удалось прорваться и выполнить тот план, о котором я говорил. То есть оренбургские части спокойно отошли в сторону Казахстана и сумели сохранить более-менее свои какие-то более-менее стойкие части. То есть задачи по уничтожению Оренбургской армии выполнено не было. Это первый момент. Второй момент. Красным не удалось выйти через Южный Урал в тыл Колчака, о чем, в общем-то, говорили белые генералы, обсуждая ситуацию на фронте в начале 1919 года. Они серьезно опасались, что это могло произойти. И именно башкирские части возлагала задачи по отражению красных. То есть сами белые генералы признавали, что башкиры выполняли стратегические функции, и судя по оценкам, которые были даны, в общем-то, эти функции были выполнены. В разгар боев с дивизиями первой Красной армии, когда белое командование было не в силах помешать, штаб башкирского войска выпустил приказ номер 34 от 9 января 1919 года, в котором говорилось: приказ о расформировании отдельного башкирского корпуса башкирское правительство не считает действительным и приступает к восстановлению такового. Была отброшена присвоенная колчаковским командованием нумерация башкирских частей и возвращена старая. Как говорилось в предыдущей серии, 21 ноября 1918 года, почти сразу же после переворота Колчака, на очередном заседании башкирское правительство приняло решение установить контакты с руководством Советской Республики. Тогда это решение было принято, так сказать, на всякий случай. Теперь же было самое время для его реализации. – 30 января 1919 года в Уфу был отправлен член башкирского правительства Мулаян Халиков. Установившееся затишье на фронте было благоприятным моментом для этого. На прошедших переговорах башкирские представители предложили советской стороне признать башкирскую автономию, предоставить устройство внутреннего управления Башкирией самим башкирам и дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, которые в случае соглашения наступать против Колчака. Получив информацию о намечавшемся союзе с башкирским правительством, Совет народных комиссаров 8 февраля телеграфировал уфимским большевикам пойти навстречу башкирским политикам. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака,
Со стороны советской власти гарантия национальной свободы полная. Ленин, Сталин. Итак, почему стал возможен переход башкир на сторону Советов, с которыми беспощадно сражались на протяжении всего 1918 года? Переход на сторону красных стал возможным потому, что позиции красных и белых по национальному вопросу в начале 1919 года стала полярной тому, что наблюдалось годом ранее. В сознании большевиков произошли изменения. Они встали на эсеровскую платформу по национальному вопросу, проделав путь от национал-нигилизма до признания национал-автономизма, тогда как эволюция взглядов белых шла в обратном направлении. Если упраздненный Камуч и Временное сибирское правительство, претендовавшее на всероссийскость, признавали право нации на самоопределение, то Колчак уже его отрицал. Колчак деликатно уходил от конкретного вопроса. Он говорил, что у нас сейчас первая задача – разгромить большевиков, войти в Москву, а дальше собрать национальное собрание, учредительное собрание или конституционное собрание. И там победившие большевизм народа определяться. Он уклонялся, что я чисто военный человек и в политику не лезу. Это народы решат, народ решит после разгрома большевиков. То есть он оказался как политик не способен ответить на вопрос. Естественно, что это одна из причин поражения белого движения и на Украине, и в Средней Азии, и на Урале. Конституция РСФСР, принятая 10 июня 1918 года, предоставляла рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельные решения на своем собственном полномочном советском съезде, желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве. Следовательно, для башкирских автономистов возникла тема для диалога с большевиками. Хоть и нам говорят, что Александр Васильевич Колчак очень такой воспитанный человек, что он там с отличием то-то кончил, открыл то-то, никто же этого не отрицает. Ну, нельзя же выбрасывать ей неспособность управлять, неспособность найти общий язык с народом. Ну какие большевики на пространствах Сибири? Ну, гигантское такое пространство, ну пусть от сил несколько сотен. Остальные-то же не большевики, так умей разговаривать. Но не нравятся большевики. Некоторым и сегодня не нравится. Но умей разговаривать. 10 партий у нас здесь. После 18 года. Ну ладно, большевики противники. А остальные-то? Неумение разговаривать. Жесткое диктаторское отношение. Нашими доморощенными ревизионистами истории, пытающимися пересмотреть итоги революции и гражданской войны со всеми вытекающими отсюда последствиями, была выдумана версия о том, что башкирские войска перешли на сторону Советов только под угрозой физического истребления со стороны частей Первой Красной Армии, а отнюдь не по своей доброй воле. Но посудите сами. В случае отказа красных от сотрудничества с башкирским движением, что мешало башкирским войскам отступить в Зауралье, как это сделали 3-й пехотный и 1-й кавалерийские башкирские полки, о судьбе которых мы расскажем чуть позже. Однако башкиры решили перейти на сторону Советов добровольно, как это сделали до них эсеры и меньшевики. Решение, что и говорить, было не из легких, но нахождение в лагере белых, охваченном шовинизмом, было просто невыносимым. 16 февраля вышло постановление башкирского правительства. Не дожидаясь окончания переговоров с местными руководителями и центральными органами советской власти, правительство Башкирии с 10 часов 18 февраля считает себя окончательно перешедшим на сторону советской власти. Объявить территорию Малой Башкирии составной частью Российской социалистической федеративной Советской Республики под названием Башкирская Советская Республика. Обратить оружие против врагов революции, свободы и самоопределения национальностей Колчака, Дутова и всех мировых империалистов. Ахмед Заки Валидов лично отправился в Оренбург для переговоров с Гаем Бжешкянцем, надеясь устранить недоразумения, возникшие между башкирским корпусом и частями Первой Красной Армии. В действительности все получилось совсем по-другому. Ни солдаты, ни командиры частей 20-й Пензенской дивизии, воевавшие с башкирами на протяжении последних 2,5 месяцев, не понимали, почему вчерашних врагов принимают в число союзников. Еще 16 февраля командир 1-й бригады указанной дивизии Зеленков
отдал строгий приказ командиру Смоленского полка Барякову не входить с башкирскими представителями в переговоры о перемирии. Солдаты и командиры башкирского войска должны были сдать оружие и, подняв руки, как пленные, перейти на сторону вот этих частей. Обезоруженные башкирские части были под конвоем отправлены в тотские лагеря, где содержались за колючей проволокой как военнопленные. Бесчинство со стороны красных имело место. Ну, можно привести пример хотя бы тот факт, что в районе Зилаира были убиты красными известный поэт Шайхзада Бабич, молодой философ Иркинбаев. Многие села и деревни башкирские были подвергнуты в полном смысле ограблению. Эти действия шли вразрез с генеральной линией большевиков. Впоследствии эти перекосы объяснились стихией партизанщины, царившей во многих частях Красной Армии. Командование Красной Армии признало имевшее место преступление в отношении башкирских военных и мирного населения. Увлеченные своими вождями, уверенные в благожелательном отношении советской власти к башкирам, солдаты корпуса нашими частями коварным образом разоружались и как пленные подвергались издевательствам, побоям, разувались и раздевались донага. При этом представителями нашего командования делались наглые заявления, что то, что терпят башкиры, это только начало того, что они в дальнейшем должны вынести. И такие заявления находили подтверждение в дальнейших действиях. За оскорблениями и издевательствами следовали массовые расстрелы солдат-башкир и их вождей, сторонников советской власти. Отношение к мирному населению полно ужаса. Грабежи, аресты, расстрелы, изнасилования женщин нашли широкое применение. Едва ли не каждая деревня облагалась контрибуцией деньгами и натурой. За невнесение денег расстреливались революционные деятели Башкирии, поэты, художники. Член Реввоенсовета Южной группы Восточного фронта Куйбышев. Некоторые башкирские части, видя происходящее, обратно переметнулись к белым. Среди них были 2-й батальон 1-го стрелкового полка, 3-й эскадрон 2-го кавалерийского полка, 3-й башкирский пехотный полк вообще не участвовал в переходе на сторону красных. А 1-й башкирский кавалерийский полк под командованием корнета Мусы Муртазина, не вынеся издевательств красных, через 1,5 месяца после официального перехода башкирских войск на сторону Советов, повернул оружие против Смоленского полка и, нанеся ему большой урон, обратно перешел на сторону белых. В материалах Московской областной комиссии по делам красногвардейцев и красных партизан за 1934-35 годы читаем. В марте месяце началось наступление Колчака. 13 апреля полк Муртазина, вырезав Смоленский полк Красной Армии, снова перешел к белым. Поступок Муртазина имел трагические последствия для всей 1-й Красной Армии. С его переходом на сторону белых образовалась зияющая брешь на растянутом фронте обороны армии. В образовавшийся прорыв хлынула конница белых под командованием генерала Пезеля. Надо сказать, что переход башкирских войск и правительства на сторону Советов был полной неожиданностью для белого командования. О неосведомленности белой контрразведки в этом вопросе говорит тот факт, что в первой половине января 1919 года на военном совещании в городе Челябинске атаман Дутов доложил, что лояльность и надежность башкирских войск не вызывает у него сомнений. Известие о переходе башкирского корпуса на сторону красных повергло белое командование в состояние шока. Его агитаторы не нашли ничего лучшего, как придумывать истории о продажности Валидова. Башкиры, ваши башкирские правители вместе с предателем Валидовым перешли к красным большевикам за 2 миллиона рублей. Почему они это сделали? А сделали они потому, что верховный правитель адмирал Колчак и русское правительство спросили ваших правителей, Валидова и его компанию,
Почему башкирские солдаты не получали денег, обмундирования и оружия, которые верховный правитель и русское правительство отпускали для башкирских солдат и офицеров? Тогда Валидов и его друзья, которые вместе с ним воровали солдатские деньги, решили перейти к красным большевикам, чтобы избежать суда за кражу денег, продажу обмундирования, белья и оружия. Сами того не ведая, белые признавались в том, что башкирские войска не получали от них ни оружия, ни обмундирования, ни денег. Уже хорошо. Одновременно с этим командующий Западной армией белых генерал Ханжин пообещал башкирам изменить к ним отношение. Я, командующий Западным фронтом генерал-лейтенант Ханжин, по приказу верховного правителя, принял под свое ведение все башкирские войска. Верховный правитель приказал мне охранять вашу родину и ваши кантоны. Небольшую часть ваших земель успели занять красные, потому что среди вас не было солидарности, порядка, и у вас не было денег и прочих нужных предметов. Всем этим верховный правитель с этого времени будет снабжать вас, только ставит вам условия. Бросьте вы заниматься политикой и все силы посвящайте охране вашей родины. Ханжин по-военному откровенно признал, что причиной отсутствия снабжения башкирских частей было не воровство Валидова, а само белое командование. 20 апреля 1919 года к башкирам обратился сам верховный правитель адмирал Колчак. Башкиры. Незначительная часть башкир, презревшая вековое сотрудничество своих отцов и дедов с русским населением на ниве труда и на полях ратных, обнаруживает ныне стремление к национальной обособленности, забывая, что преуспеяние и развитие культурно-хозяйственной жизни башкирской народности возможно только в составе Великой России. Я постараюсь обеспечить вам много мирного самоуправления в вопросах местных, свободу мирного национального развития под сенью государственности. Не верьте тому, кто сулит вам несбыточное обещание государственной самостоятельности. Так ведь этого только и добивались башкиры. Много мирного самоуправления под сенью государственности, то есть автономия в составе Российской Федерации. Таковой была изначальная цель башкирского движения. Верховный правитель обнаруживает полное незнание политической программы башкир. «Не верьте тому, кто сулит вам несбыточное обещание государственной самостоятельности», говорит он в воззвании. Башкирские лидеры никогда не говорили о государственной самостоятельности вне России. Если Колчак не лицемерил, то, выходит, его просто дезинформировали относительно цели башкирского движения и специально натравливали против него. Интересно, кто? Так или иначе, белое башкирское движение разошлись бесповоротно. Американский историк Ричард Пайпс писал: «Сотрудничество между башкирами и белыми длилось недолго, но оно было разорвано из-за отсутствия тактичности со стороны белых и из-за тенденции к притеснению малых народов».